130 миллионов на строительство школы в Дутово, 50 миллионов на детский сад в Устижме, 34 миллиона на завершение проекта инженерной инфраструктуры местечка Семенов-Холм Усть-Цильмы, 300 миллионов на реконструкцию республиканского стадиона к чемпионату мира по бенди. И это далеко не все дополнительные расходы, которые понесет бюджет республики. Достаточно большую сумму выделят на поддержку здравоохранения, лекарственное обеспечение граждан и содержание ФАПов. Расходы казны, конечно, вырастут, говорит председатель бюджетного комитета, но есть и ощутимая экономия. За счет погашения долгосрочных долгов перед кредитными организациями и уменьшения процентов удалось высвободить около 450 миллионов рублей. Особая благодарность контрольно-счетной палате Коми. Работа проделана очень большая. Всего 97 контрольных мероприятий было проведено. Из них большую часть было рекомендовано как раз сделать депутатами. Всего проверено 7 миллиардов рублей. На 1,3 миллиарда, в 1,3 миллиарда они нашли нарушения. Всего 56 миллионов было возвращено в бюджет в связи с их проверками. Здесь хотелось бы отдельно сказать благодарность контрольно-счетной палате, потому что депутатский корпус очень много и активно работает с ними, и без них просто бы у нас многие законопроекты тормозились бы и решались бы значительно хуже. Депутаты намерены выделить дополнительные средства и на летнюю оздоровительную кампанию. 34 миллиона пойдут на укрепление материальной базы и финансирование детского отдыха как в Коми, так и на морском побережье. Еще один вопрос повестки тоже о детях, вернее, об их защите. Теперь должность уполномоченного по правам ребенка в Коми станет государственной. Это значит, кандидатуру будет предлагать глава, но по согласованию с федеральным детским омбудсменом. Помимо прочего, хотел бы сказать, что, конечно, занимать столь высокий пост, и это должностное лицо будет отчитываться. Так, до 31 марта ежегодно будет предоставляться отчет как главе Республики Коми, так и Государственный совет, так и уполномоченному по правам ребенка в Российской Федерации при президенте. Занять этот важный ответственный пост имеет лицо, имеющее возраст не менее 30 лет, высшее образование и безупречную, подчеркну, безупречную репутацию по защите прав и интересов детей в Республике Коми. Решат на сессии и вопрос о слиянии двух населенных пунктов в Усть-Куломском районе. В состав поселка Земстан войдет деревня Дёль. Это сократит затраты на чиновничий аппарат, который сегодня съедает 90% местного бюджета. А на содержание дорог, освещение улиц и благоустройство остается мизер. Экономия от слияния составит больше 2 миллионов рублей в год. Сотрудников администрации Дёль сократят, 2 из них уже на пенсии, остальным подыщут работу. Еще самое главное, на что повлияло у нас сегодня решение о преобразовании, то, что в данных населенных пунктах мы просто не можем найти кандидатов. Глава поселения заявил, что на следующий срок он избираться не будет. У нас нет кандидатов в депутаты, у нас нет кандидатов на главу, у нас нет инициативных жителей, которые готовы туда прийти и работать в органе местного самоуправления. Сегодня уже один специалист, который числится работником Джили, живет в Земстане, водитель, который числится в администрации Джили, живет в Земстане. Сами сельчане на общественных слушаниях слияние поддержали. Кроме того, в районе уже был удачный опыт объединения поселений, когда одним целым стали Руч и Аныб, Усть-Кулом и Носим. Это пошло только на пользу, уверяют власти района. Улицы и дороги стали чище, благоустроенных территорий больше. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.